Это убийство Орхана Джемаля, Точно которого так. я знал и встречал в Москве. Он тут в этой студии был вот как раз на твоем месте. Что вот конкретно можешь сказать последнее? Что ты знаешь по... Это, я напомню, журналисты, в числе и Да, Орхан сын Гейдара. Сын Гейдара Джемаля, общественного там исламского деятеля в России, а он журналист Орхан, которых убили в Центральной Африканской Республике год назад, да? Да, это был 31 июля. Ну, дело в том, что с Орханом мы поддерживали, конечно, такие приятельские отношения. Мы не были близкими друзьями. У меня времени на это нет, но я... Да. Ну, вот, Я, естественно, не знал об этой его миссии, об этой его поездке, но Центр досье, финансируемый Ходорковским, опубликовал большое гигантское расследование. В моем стриме есть ссылки и так далее. Люди легко найдут его. Но общий вывод заключается в том, что это, конечно, был заказчиком Пригожин. Вот не без пресловутой повода. Пригожин — это очень близкое лицо из окружения Путина, который является создателем ЧВК «Вагнер». Ну, это общее название. На самом деле, это уже нарицательное такое название, который занимается рядом проектов, в том числе финансовых, ресурсных и так далее. Фабрики тролли это тоже? Фабрики тролли это тоже? Это все его. А в Африке что? Это тоже... В Африке он занимается какими-то инвестициями в добывающих отраслях, и в частности в ЦАР, где убиты были журналисты, он занимается золотодобычей. Ну и почему, по твоей версии, были убиты? С моей точки зрения, он считал, что он выполняет заказ Ходорковского, а тот, в свою очередь, американцев, по, собственно говоря, разведывательной деятельности в отношении него. А в отношении Пригожина, я напомню, ведется дело в Америке, ему предъявлено заочное обвинение по вмешательству в выборы американские. И это была, ну, скажем так, ошибка с его стороны. Он должен... Я не думаю, что он бы пошел бы на убийство такое масштабное, Орхан был главным лицом из трех этих журналистов. Наиболее известный, да. Ну и самым опасным, по его мнению, потому что такой человек просто так информацию не собирает. Он считал, что это приведет к тому, что эта информация будет передана американцам, и американцы уже окончательно решат ликвидировать Пригожина. Это мое личное мнение. Потому что там была же история в Сирии, Дейр-эз-Зором, если вы помните, 200 человек, где убиты были пригожинского ЧВК «Вагнер», когда они штурмовали курдское месторождение, нефтяные поля в Сирии, Дейр-эз-Зор. То есть у американцев большой зуб на Пригожина, и поэтому он мог бы просто не пустить их в страну. Они окружают руководство Центральной Африканской Республики и, конечно, бы решили бы административно выгнать их страны. Но зачем-то они все-таки разрешили им проехать. И когда уже понятно было поздно, вот этот водитель, который вез их, он их и завез к месту убийства, безусловно. Он соучастник этого убийства. То есть для тебя картина преступления? В принципе, уже понятно. В принципе, уже понятно.